Как начинался этот путь к руководителю? В общем-то, первое мое образование – это переводчик. Переводчик 2 языков – корейского и английского. Причем восточный язык, он профилирующим языком был всегда. В системе образования я уже более чем 15 лет. 7 лет – это преподавание в ВУЗе. То есть вот тот университет, который я закончила, Иркутский лингвистический, я осталась после окончания на кафедре восточных языков и преподавала 7 лет корейский. И после я уже попала в школьную систему, где отработала примерно 3 или 4 года в разные сроки. И на данный момент частная школа, и именно вот с предпринимательской точки зрения это полностью самостоятельное такое производство, если это можно так сказать. И у меня у самой на данный момент 3 детей, 3 сыновей. Вот это вот мое, наверное, большое достижение на данный момент. Но если считать всех детей, которые учатся в школе сейчас, это 200 учеников и команда 8 человек, которая сейчас работает вот с этими детишками. Все эти дети наши, поэтому я очень многодетная мама. Что-то меня все время не устраивало. И, скорее всего, это вот результаты детей, которые, как мне казалось на тот момент, не развиваются и не достигают каких-то определенных успехов в изучении английского. То есть каждый сентябрь, когда наступал новый учебный год, приходили те же самые дети, которые уже за год должны были узнать и уметь как много больше, как казалось бы. И мне приходилось практически всегда начинать с нуля. То есть там чуть ли не алфавит, объяснять правила чтения, какие-то элементарные вещи. А хотелось дальше. Хотелось уже что-то новое давать, уже более продвинутое. И вот это неустройство и понимание, что что-то идет не так. И самое, наверное, для меня было такое болезненное, это то, что дети не хотели вообще учить это, как-то познавать это, развиваться. Они ненавидели школу, они не любили учителей, уроки. Каждый отмененный урок был «Ура!», а хотелось наоборот, чтобы дети бежали к тебе на урок и говорили «Ура! Наконец-то там этот английский, да, наконец-то русский, математика и так далее». Но не у всех детей это так было на самом деле, да, но большинство именно так. Поэтому в какой-то момент я просто начала искать, что можно поменять. То есть я общалась, я гуглила в интернете. И в один из прекрасных дней я нашла, что в нашем институте повышения квалификации проходит курс, и какая-то была программа не совсем обычная. Я решила туда пойти, там, заплатила сама деньги. И с всего курса, в общем-то, я обнаружила, что есть такая методика очень интересная и очень необычная для преподавания. И там показывали мастер-класс, и у меня щелкнуло. Вот оно. То, что меня драйвит, то, что очень интересно, и то, что наверняка будет очень успешно, эффективно, результативно и понравится детям. И вообще это что-то, чего я не видела в нашем городе в целом. И я начала изучать этот аспект дальше. Я побежала вот к этому педагогу, который приводил вот этот мастер-класс, начала ее выспрашивать, где, что, когда, как узнать. В общем, я не отставала от нее ни на шаг. Я очень благодарна ей, что она мне не отказывала. То есть она мне объясняла, показывала методички. И в этот же год я поехала учиться в Москву. Она занимала денег, потому что перелет в Москву это так затратно довольно. Но я не пожалела об этом ни разу, потому что вот с этой точки начался вот этот путь другого педагога, так сказать. Я бы сказала, что это пошло все семимильными шагами. То есть обучение я начала в 2017 году, а ИП я уже зарегистрировала в 2018 году. Год-полтора это были очень такие прям быстрыми темпами
узнавание, да, вот рост такой, да, то есть это сначала курсы, потом уход во фриланс, потом набор собственных учеников, полностью отказ от бюджетной системы, то есть все в свои руки, полная ответственность, осознанность и понимание, как нужно, что нужно, куча ошибок, конечно же, но, в общем-то, понимание, что идет все хорошо, все правильно. Вот. Далее это понятие, что нужно и можно масштабироваться, что я поняла, когда начала преподавать, что это действительно крутые результаты можно добиться. И в 2018 году я решила, что должна быть школа. То есть отдельное помещение, не какая-нибудь там квартира на первом этаже. Вот. И просто год работы уже по новой методике, во-первых, набор в 70 учеников. Это было достаточно много, это было много групп. И я поняла, что уже одна я не справлюсь. И вот осознание того, что я смогу за год обучить всего лишь 50-70 человек, и я не смогу дальше дать большему количеству детей вот это вот классное, да, обучение, вот это вот понимание, что это может быть по-другому, меня прямо вот подвигло, что нужно учить других учителей, давать вот эти знания, показывать. И вот я начала учиться, как делать бизнес, как учить других и как расширяться. Для этого нужны были специальные знания. Ну, во-первых, там набор, прием, собеседование. То есть это такая немножко другая сторона уже преподавания, или как это можно, да, сказать. Потому что тут нужно было определенное мышление, которое бы привело к результату. И на тот момент, значит, я нашла франшизу, которая не только давала как бы инструменты какие-то, да, она обучала вот именно бизнесовым фишкам. И я поняла, что можно либо самой на своих шишках двигаться, но это будет очень долго, скорее всего, несколько лет, возможно, потому что самые успешные школы на данный момент, которые работают на территории России, они по 10-15 лет уже, да, но работают, существуют, но говорю, что это вот путь, такой самостоятельный путь, и он неплохой на самом деле, но мне хотелось быстрее. Время не ждет, оно очень быстро идет. Вот. И я понимала, что в моем случае нужно брать просто готовый велосипед и его как-то докручивать и усовершенствовать. Поэтому я купила право вот франшизы. И вот этот путь, он был тоже очень интересный. Нужно было ездить в Москву каждые выходные на очное обучение. Мой путь, он был такой. Тогда не было прямых рейсов в Москву, и мне приходилось ехать в Абакан. И это нужно было делать каждую субботу и воскресенье. Тогда мне говорили, вот, с Владивостока же дальше летите. Я говорю, нет, дорогие друзья, представьте, говорю, как это делала я. Я заканчивала в субботу уроки, прыгала в такси до Абакана, часов 7, где-то 8, возможно, да, то есть там где-то успевала, где-то меня кидали таксисты, которые не перезванивали, то есть это был такой трэш. Но мне всегда везло, потому что, видимо, вот мое желание сильное, и мне очень везло в этот момент. То есть все равно я находила какой-то транспорт и ехала до Абакана, приезжала туда рано утром, садилась на московский самолет, обычно я летала S7, и 5 часов дальше в самолете. В субботу я к 11, естественно, прилетала уже на учебу, прыгала такси в Домодедово, ехала до места обучения, училась, на следующие сутки училась, и в этот же день улетала обратно в Абакан. В понедельник утром я была рано уже в Абакане, опять садилась в такси, и в обед я уже была в Кызыле, и в 3 часа у меня уже начинались уроки. То есть я расписание ставила таким образом, чтобы мне было вот удобно, да, и людей не подводить, которых расписание уже с 3 часов до вечера я отводила уроки, и так продолжалось 2,5 месяца. То есть я неделю работала в Кызыле, в пятницу или в субботу, вернее, в пятницу вечером я уезжала в Абакан, и вот так вот 2,5 месяца. И, знаете, с тех пор я понимаю, что невозможное возможно.
И те, кто летят с Владивостока, я говорю: друзья, вам хотя бы удобно, что вы сели и полетели, а мне приходилось ехать по трассе, это было зимнее время, это не всегда была комфортная дорога, иногда мы ехали прямо в условиях, вообще ничего не видно, когда снег валом валил или дорога скользкая, но все было очень, сложилось так, как должно было сложиться. К тому моменту накопления уже были небольшие в целом, но в основном я занимала то, что потом я, конечно, отдала. То есть где-то друзья меня выручали, родители. Вот. Ну и плюс то, что, да, мне пришлось взять кредиты еще на первые, на такую, на большую сумму. С ними я уже рассчиталась. Людям немножко непонятно, что такое франшиза и так далее. И опять же, бизнесовую часть они мне помогли, но то, что методика, контент сам вот школы, там, как преподавать, что преподавать, я сама. И кроме франшизы я еще очень много обучалась, там, вот, управленческим, вот это все ресурсно. Поэтому это тоже дало свои плоды. То, что в пандемии у меня, например, не было долгов, ни по роялти, вообще никаких долгов не было. Это тоже нас вот в пандемии очень сильно удержало. Я даже вот зарплату сотрудникам не урезала, вообще ничего этого. Что мы в онлайне смогли продержаться, это тоже благодаря тому, что я уже изучала вот этот онлайн до пандемии. Просто. Сейчас я понимаю, что это ответственность, осознанность, ответственность за поступки, за людей, которые рядом. Осознанность, опять же, это преодоление и стремление знать, может быть, больше, внедрять, не бояться. Это вот к осознанности, что нельзя уже оправдаться, там, не знаю, какие-то найти для себя оправдания. Просто нужно двигаться к той цели, которую поставил себе. И бизнес — это про хаос и умение принимать решения в непонятных ситуациях. Это все время жить в непонятной ситуации. Среди предпринимателей эта тема поднимается, ну, довольно часто. Просто я действительно поняла, что путь предпринимателя — это каждый день в таком непонятном режиме, ритме и хаосе, когда нужно принимать решения. Не каждый с этим справится. Это такое иногда очень стрессовое состояние. Но это именно об этом. Умение принимать решения в непонятной ситуации и все время быть вот в таком хаосе, который ты пытаешься упорядочить. И кроме этого, наверное, многие так думают, что деньги на первом месте в бизнесе. Как оказалось, нет. Потому что одна из моих подруг, ну, тоже утверждая это, задала мне вопрос: тобою двигало желание побольше заработать? И когда я обдумывала этот вопрос, я поняла, что нет. Что за каждым успешным проектом стоит желание улучшить что-то в этом мире, быть полезным, усовершенствовать, ну, то знание или услугу, которое ты вкладываешь в основу своего бизнеса. Мною двигало желание помочь детям, желание улучшить вот этот образовательный контент, понимание, что можно лучше, круче, эффективнее. А деньги — это уже такой фактор, без которых ты просто не можешь обойтись. Ведь все стоит денег: аренда, твое образование, там, пособие, наглядности и прочее. Но стоит не маленьких денег. Поэтому мое убеждение на данный момент времени — это то, что успешными проектами и в бизнесе на первом плане стоит идея и желание улучшить этот мир. Но опять же, вот те громкие слова, наверное, я хочу улучшить мир, усовершенствовать, оно немножко ведет в заблуждение, что порой в желании усовершенствовать что-то большое мы не видим, что нужно усовершенствовать сначала самое маленькое. Начинать нужно всегда с себя. Если я хочу, чтобы мой ребенок был успешным,
счастливым, мне нужно самой стать успешной и счастливой. Тогда он, глядя на тебя, таким и будет. И когда я в какой-то момент в своей жизни загоняла лозунги типа «вот, мир надо улучшать, нужно его спасать», мне попалась такая фраза из какой-то или статьи, или из книги, я уже не помню сейчас. Если ты хочешь спасти мир, иди спаси, оглянись на свою квартиру. Все ли у тебя там в порядке? Все ли у тебя вещи на месте? Там элементарно. Женщине можно сказать, а сумка у тебя там в порядке, да? У женщин обычно там в сумках творится что-то невероятное. Я оглянулась и поняла, что да, что у меня у самой есть проблемы в отношении с детьми, там, с окружающими. И последовав этому принципу, я пошла разбираться со своей жизнью, узнавать заново родственников, улучшать отношения с родителями, которые вроде бы казались и не так уж плохие, но на самом деле есть, и было над чем работать. Я начала по-другому смотреть на своих родных детей. Как-то пересмотрела взгляд с учениками, с их родителями и так далее. И вот тогда начались действительно серьезные изменения с окружающими, и открылись какие-то новые возможности и знания, потому что подобное притягивается к подобному. Мы часто восклицаем, а почему не достался такой супруг, или такие друзья, или такое место работы. Ничего волшебного нет, мы сами это выбираем. Вот. Поэтому, когда я начала работать над собой серьезно, я увидела изменения реально. И это было в очень положительную сторону. Поэтому, да, прежде чем спасать мир, спаси себя и оглянись на свою квартиру. Если говорить об энергии или откуда идет подпитка, да, определенная, я считаю, что очень много зависит от окружения, от того, с кем мы общаемся, о чем мы разговариваем. Мне очень нравится такая фраза: не обсуждайте людей, а обсуждайте идеи. Потому что вообще осуждение это, не есть хорошо, просто нужно обсуждать идеи реально. Окружение, оно либо тебя тащит вниз, либо тянет наверх. Как я всегда говорю, друг – это не тот, кто тебе будет льстить, а тот, кто тебе скажет правду в глаза. Пусть какая она бы ни была, горькая или такая, да, очень болезненная. Вот, и окружение, оно тоже может открыть на многие глаза. То есть либо тебе говорят: да брось, да подожди, да не знаю. А вместо этого тебе говорят: ты сможешь, бери выше. Не просто на той ступени, которую ты достиг, а дальше. Иди дальше. Вот это круто действительно подпитывает. Или ты смотришь на свое окружение и видишь, что, окей, можно так тоже, оказывается, жить. Или ты видишь, как еще можно жить. И ты добиваешься цели. В общем, мое стопроцентное убеждение, что окружение играет большую роль. Отец всегда любит говорить: если у тебя есть что-то отдать людям, отдавай самое лучшее. И вот это я пронесла и ориентируюсь на это сейчас тоже. Да? Если я делюсь, то не какие-то остатки, а именно то, что самое лучшее, то, что вот сейчас нужнее кому-то. У мамы установка, положительная установка, которую я взяла для себя, это именно люби людей и желай всегда лучшего. Она очень позитивный человек, всегда улыбается, несмотря ни на какие трудности, она всегда поддержит, она любит безусловно. Вот это меня очень здорово мотивирует, поэтому я считаю, что мне очень повезло с родителями. Аяз Шабудинов, очень молодой предприниматель, добившийся больших результатов. Есть Анастасия Руссу в свое время, которая меня тоже очень сильно вдохновила. Девушке всего лишь 20 лет, но без высшего образования она достигла очень больших высот. И несмотря на юный возраст, ту позицию, которую она несет в этот мир, она действительно вдохновляет. Но в свое время я проходила бизнес-молодость, Дашкиев Михаил и Петр Осипов тоже одни из тех, кто меня вдохновили в этой жизни.
На данный момент у меня есть личный коуч, которая меня очень хорошо продвинула. Не только в бизнесовой сфере, но и вот в той сфере, без которой нельзя тоже прожить, скажем так, которая ведет к определенным успехам. Елена Алексеева. Андрей Андар, который в свое время тоже меня очень сильно вдохновил и поделился знаниями, своим личным опытом. Это очень помогло мне, когда я начинала путь предпринимателя. Ту фразу наверное, я первый раз услышала его именно из уст Андрея. Самое темное время, оно перед рассветом, самое темное время, и оно меня так очень взбодрило. Поэтому я благодарна многим, и вот в том числе этим людям, которые я перечислила. Хотя на самом деле их не так уж и мало, тех, которые меня в свое время вдохновили, поддержали и дали силы. Вы знаете, вот сделай на 3, но сейчас, чем на 5, но никогда. Понимание вот этого меня один раз очень сильно взбодрило, потому что мы очень часто ждем идеального момента в жизни, а его не бывает, этого идеального момента. Девушки любят говорить: ну вот, сейчас еще чуть-чуть, и я рожу ребенка тогда, когда я получу образование, или закуплю дом, что-то еще. Оно не бывает, как правило, так. Или там, я не знаю, еще чуть-чуть, и я открою свой бизнес, там, еще заработаю пару-тройку миллионов, тоже так. Оно не бывает. Но нужно быть готовым. Вот пусть несовершенно, пусть как-то с какими-то изъянами, но начинать в любом случае, чем ждать идеального времени. Это будет все усовершенствовано, но не запустится никогда. Жизнь, это ведь всем уже понятно, она не бывает только удачное стечение обстоятельств или все время белая полоса. Как сказал Адизис, один из очень знаменитых людей в сфере предпринимательства, я думаю, про него знают и не только предприниматели, что проблем нет только у мертвых. У здоровых людей они всегда есть, так сказать, те задачи, которые нужно решать. Поэтому мы призваны для того, чтобы постоянно решать жизненные задачи. Поэтому не надо ждать идеального времени. Надо начинать и не бояться. Нужно верить в своих детей. В любом проявлении, в любой ситуации, если даже ребенок ведет себя как-то или поступает не так, как нам хотелось бы, не так, как мы ожидали, нужно его всегда поддерживать и верить. Ребенку важно расти, развиваться в условиях веры в него. И это, наверное, самое важное, что хотелось бы родители и каждый из взрослых людей, вообще верить в ребенка, в любом его проявлении. И когда он вырастет, может быть, не сразу, но он поблагодарит того взрослого, который верил в него. Потому что каждый ребенок, он определенный бриллиант, который обязательно достигнет успеха и результатов. Нужно только верить в любой ситуации.